целом о хоккее, что ли, сказать. Вы заметили вот равновесие, сказать, в природе, или, скорее всего, на свете, вернее, будет. Там, где холодный климат, солнце рано закатывается, ну, оно в южных широтах-то день-то подлиннее, все равно и зимой. Поэтому и холодно, погодка не радует, в общем, и солнца мало, света мало, нагоняет депресняк. И нам создатель дал игру, хоккей, зрелищную. Я как-то сказал, что раньше я футбол любил, там Ринат Досаев играл, я, будучи студентом, смотрел только из-за того, что наш соплеменник Ринат Досаев с Астрахани играл. И даже ему вопрос задали: а правда, что вы вот научились стоять на воротах, благодаря тому, что когда-то вы арбузы в астраханские грузили? Ну, это, знаете, такое ощущение, что могли этот вопрос и ранее задать какому-нибудь тоже товарищу. Ну, просто очень в тему. Он же астраханский, татарин, что ли, у нас. Во всяком случае, с Астрахани родом. И татарин. Вот. Они же могли и казанские туда перебраться, потому что очень много в Азербайджане встречал татар, которые в свое время, когда гонения пошли на священнослужителей, то очень много имамов с семьями переехали в Азербайджан. Мне вот рассказывали. Так вот, к теме ближе, значит. Футбол не столь зрелищный, а в хоккее там буквально за какие-то секунды, я же сказал, диаметрально противоположно, с обратным знаком может поменяться ситуация. Просто захватывающее зрелище. Вот. Сколько там? 90 минут, да. Заметили, вот в этот футбол, например, фильмы показывают, там у нас тот же, возьмите, про Хоттабыч, там не тот современный, там трактовка в комедийном плане, а предыдущие произведения как раз. Фамилию забыл уже, она так очень легкая фамилия, русская, кажется, у нее там. Еврей, кажется, он. Хотя говорит, что как-нибудь на эту тему отдельно выскажусь по поводу того, не стащили ли тему за границей и прочее. Там, кстати, в интернете были мнения на этот счет. Так вот, 90 минут. И вот фильмы про Хоттабыч, например, да, старый советский фильм. Там они бегают по полю. Обратите внимание, футболисты бегают, а у нас стоят и друг другу передают мяч. Просто пасуют друг другу, и все. Как там в картах: я пас. И вот он-то пас. Вот. А хоккей тоже много интересных вещей. Вот, например, смотрю, я начинаю понимать, почему они некоторые сразу не навязывают жесткую игру. Потому что, навязали. Не жестко, а такой активный, да. Забили 1-2. А потом обороняться-то сложнее. Они вот пока ищут слабые моменты, ищут, когда соперник ошибется, тогда легче забить. А так, знаете, если парочку забили, еще дух не сломлен. Если, допустим, 4 забили, тогда да, у тех, знаете, уже сникли те противники, соперники, думают: теперь что напрягаться. И не сильно напрягается, не сильно ломится. Потому что это ведет к ошибкам. Открытый хоккей идет, и с другой стороны ведет к ошибкам. Поэтому, конечно, если впереди там 2 периода еще, и этот не закончился, зачем выкладываться? Поэтому они зачастую вот изредка бывает вот все постоянно начинаю путать с адмиралом, когда играли первый период. Тот самый, кстати, во Владивостоке, когда они в овертайме пропустили после длительной борьбы. В первой половине первого периода Акбарс очень энергично играл, очень. Минут 5 или 7 уж точно, если не все 10. Просто потрясал своей энергией. А потом
что-то вот не идет игра, и все, выдохлись они. Игра, если сказать, вошла в русло обычное. Хоккей-то, сами знаете, не буду только там банальности, конечно, буду говорить, взрыв эмоций, мир другими красками играет. Знаете, главное, чтобы солнышко изнутри, вот осенью пропадает солнышко. В свое время, когда я на Кипре был, пожил на Северном, в 97 году, потом приехал, мне казалось, надо переехать, там тепло, там все. А потом, когда у нас были солнечные дни, я подумал, а вот же солнце, а на душе как-то кошки накакали, как говорится, по-другому немножко. Вот. Понял, что солнышко-то изнутри должно светить. Бывает, что и какой-то сумрачный день на душе светло, ярко, весело, хорошо. Благодать. Поэтому я понял, что вот когда игра команды, она на должном уровне, то естественно уж и после этого, как вот после вкусной еды, там, напитков, есть послевкусие так называемое. Здесь тоже послевкусие игры просто потрясающие. Вспоминаешь и приятно, вспоминаешь и приятно. Такое ощущение, как будто сам участвовал в этой победной игре. Да, и более мужественный вид спорта хоккей по сравнению с футболом. Я вот обратил внимание, тогда по парку шел и говорю, вот сколько там создали таких вот заповедников, скажем так, огородили для футболистов. А хоккей, для хоккея нету. Потому что хотя местность наша, где полгода зима, может быть из-за того, что просто это хоккей более затратный, а футбол там, сказал, футболка, трусы, мяч и бутсы. Больше ничего не надо. А хоккей там может быть затрат больше или более травматичный, поэтому нет. Но хоккей более зрелищный. Хоккей уже повторился, конечно, извините. Он просто зажигает сердца. Когда кто-то там мяч обводит одного, второго, ну это, знаете, вот редкость такая. Чаще же друг другу пасуют, а в хоккее просто неожиданно. Ждешь, вот забьют, нет, а потом раз, и когда не ждешь, забили. Это просто, знаете, вот сюрприз всегда оказывается приятен. Даже, говорит, ожидание сюрприза приятнее, чем сам сюрприз иногда. Поэтому вот мы ждем сейчас от любимых команд сюрпризов, которые могут нас поднять, тонус наш. Потому что по весне, я уже раз сказал, что по весне у нас много тонус падает, несмотря на солнце время от времени появляющееся. Тонус падает. Только хоккей, не случайно шайба такая, она, знаете, мяч тоже, но шайба, она все-таки больше вселяет в нас оптимизм, радости, бодрости, радужное настроение побольше вливает в наше сознание. Удачи, побед хоккеистам нашим, особенно Металлургу желаю сейчас, вот сегодня.